В эфире телеканала «Грозный» программа «Новости». В студии Луиза Хатуева и коротко о главных событиях к этому часу. Руководитель крупнейшего российского банка оценивает инвестклимат Чечни. Проект готовый, инженера готовы. Инженера собрал со всего Советского Союза. Республику посетил председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. Политика, экономика и социальная сфера. Я буду до конца верен своему народу и тому делу, которое начал наш первый президент. Рамзан Кадыров ответил на вопросы журналистов. Обратный отчет. До единого дня голосования остается меньше 2 суток. Благословенная пятница – это день, когда мусульмане устремляются в мечети. Верующие традиционно собираются в едином джамаате, чтобы исполнить свой религиозный долг. Любые дела принято начинать только после совершения праздничной коллективной молитвы. Ее совершил и глава республики. Вместе с соратниками Рамзан Кадыров прибыл в мечеть имени Хамзата, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. В своей проповеди богослов Баяли Тевсеев рассказал верующим о пользе и необходимости напоминания в исламе, ибо в этом, как сказал в Коране Всевышний, кроется благо. Богослов рассказал также о важности участия в общественной и политической жизни мусульман, об отношении ислама к выбору руководства на примере избрания праведных халифов. Это, как заверил имам, была и остается высшей формой демократии. Подытоживая проповедь, Тевсеев призвал население Чеченской Республики проявить свою гражданскую позицию и принять участие в предстоящих выборах. ويحلر فتح أعمد حجسة دالة فيغمرة بوخ دول چونسان بيرغلدين شيق أم دعدي قريح شاديش علم استقلاليتر دنيا علم دوج بوسوب دينسان يوخ شل بوليتيك دعيا خوش شا بوليتيك خيلر هوخ دنيا نخا أخو أتشا ويقومن قاني وعيولش بولش بولو نقبو وين بيرغل بنا تغنى وين حلو يالله ويتعمد ويبيحشا والشا ويبتشع والشا ويدعوش بك تندره هوخ ادوخش دوش إيران دينا وين ما هقره خارجن بو أتس خارج مي والر واجب دوي ألج بو سوبستغن والر واجب دوختيغا هندو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب الله علمنا وعلم براويليو واجب دولش دولهم أعيهم دي چي باي قوش سخولش دولش دولهما إذا واجب دون يال تندر حيقل دولش قيتم بولش أخا سين قيتم بولش بو سوبستغنه شي خارجا ميشي أحسات بيزا إميشي أعقوش بو خق يالخيتسون دال مقلع سوت إعوية ميز قازرات ترشيكو إيات ديل فوربان سانت إدو دوش دوش إيران دينا دال مقلع آرق دويله ويدالت إبوال بيلن ويديل الديك نقدو يخشه أخطا ويديخش دوش دوش باتشالق النظام ثاني أتخارج مشكحة داق لا تره إهور بوسوب استغنت إعا قيتر ويالله ويزاكوان ثاني قاج تسيشول شوشول استغنه إز واجب دو إز إيمنا إناق ويبوسوب دين آغون حاره بشتشه خلق إخاته أخواتش ويحال ما ألر إبوق أليول شلو ديمقراطي خلق خارجن بيش خواتوش دوش دول عيد الله دحر هو دنيا نشو حقيقا بينك دحر عيد دعواتينك وي بيغمر وديل سلام كل تون أسحاش بو دال مقلعة إشتا ديل ديك نقديوش وزغلوش الله دالشا بيركتي وي خارج مشقة بوليتيل. После слов икамы верующие под руководством имама Рамзана Хасмагомедовича Кадырова совершили коллективный намаз. Молитва завершилась многократным восхвалением Всевышнего, обрядами тасбиха и вирд. В республику с рабочим визитом прибыл председатель Внешэкономбанка. Первым пунктом в программе пребывания банкира значится инновационный строительный технопарк «Казбек», который возводится в Чири-Юрте. Сергей Горьков посетил объект вместе с председателем республиканского правительства Абубакаром Идильгириевым, вице-премьером Хасаном Хакимовым и главой муниципалитета Турпалали Ибрагимовым. Здесь будут производиться строительные материалы с использованием местного сырья. На территории 20 гектаров будут размещаться 4 завода. Полученную продукцию планируют реализовывать по Северному Кавказу. Гендиректор технопарка «Казбек» провел для гостя экскурсию по строящемуся объекту. Здесь будет под печь 18 метров пробули 5 столбов по метр 50, и на нем вот это вот сейчас по проекту. Печка здесь будет стоять? Да, вот на этом будет печка стоять.
Значит, здесь Печка эти газа компрессоры. так и будет, да? Нет, печка 12 метров еще над ним, Конус потом так. еще до 17 метров пойдет вверх. Вот как. Вот Как, ну как конус, Да, наверное, да, будет, да, да. как те. А здесь вот эти силоса будут стоять вот здесь ножками, а машина будет проезжать под силосами. Загрузка, погрузка, То есть выехал. погрузка будет сверху, да? Сверху будет погрузка. Это для продажи будет, а здесь расфасовка. А сюда газобетонный завод будет вот здесь. Отсюда туда будем трубы автоматически будем передавать пневматикой. Хотите построить современный немецкого типа завода. Технопарк будет полностью автоматизирован. Его строительство создаст дополнительно до 3000 рабочих мест. Запустить инновационный проект планируют в октябре 2018 года. Сергей Горьков встретился и с Рамзаном Кадыровым. Главной темой беседы стало возведение инновационного строительного технопарка «Казбек». Глава республики поприветствовал гостя и отметил важность строящегося объекта для региона. Горьков, в свою очередь, подчеркнул уникальность возводимого парка и отметил, что в Чечне созданы все условия для эффективной работы в данном направлении. Мы видим ваш банк приоритетным партнером, поэтому я рад поприветствовать вас. Уверен, что в ближайшем будущем мы запустим. Это нам необходимый проект, не просто этот завод, это необходимые объекты для нашего региона, не только для нашего региона, но и для соседних регионов. Уникальный проект по 3, наверное, аспектам. Я сказал, что с точки локации, да, 4 карьера. Я понимаю, насколько важна логистика, потому что перевозка гипса и известняка – это важно. У вас там минимальное расстояние, там 18-14 километров, то есть это очень важно. Второе, у вас уже есть там все условия. Да, первое – электричество, есть газ. Есть площадка де-факто, да, ее можно использовать. И самое главное, ваши есть люди. И я уверен, что мы через год запустим. Строительство комплекса финансируется Внешэкономбанком. Реализация инвестиционного проекта позволит наладить производство строительных материалов с использованием местного сырья и создаст сотни новых рабочих мест, отметил Рамзан Кадыров. Сергей Горьков, в свою очередь, подчеркнул, что строительная сфера играет большую роль в жизни чеченского народа. Помимо 400 рабочих мест, там по производству в смежных отраслях более 3000 рабочих мест. Это необходимо для нас. У нас есть все условия для этого. Запас есть, там, и все условия есть там. И поэтому грех не использовать все ресурсы. Мы не будем останавливаться на одних заводах, дальше будем продолжать. Самое главное, что вы когда беретесь, вы заканчиваете, потому что вот это очень важно. Понимая, что у вас есть в Чеченской Республике культ дома, построить дом, это очень важно. Да? Мне кажется, это такое создаем де-факто возможность людям создавать собственный очаг, создавать семьи. Мне кажется, в этом даже есть больше, чем вот обычное производство. Вот это не просто 400 рабочих мест, 4 завода, это еще как бы де-факто, да, создание домов, да, городов, поселков. Мне кажется, это очень важно. Чеченцы любят строить. И я всегда говорю, у нас в крови это строительство. Поэтому как раз вот сегодня необходимо этот завод всегда будет востребован, рентабельность обеспечен, оправданные проекты. И поэтому наше правительство умеет работать, и профессионалы, так скажем, в своем деле. Поэтому я уверен, что мы дальше будем сотрудничать. В Большой студии телеканала «Грозный» прошла пресс-конференция Рамзана Кадырова с федеральными и региональными СМИ. На повестке дня стояли острые социальные проблемы, состояние экономики, коррупция, ЖКХ и многое другое. Здесь также были озвучены вопросы жителей региона. Не обошли стороной журналисты и тему предстоящих выборов. Постараюсь ответить на ваши вопросы. В течение нескольких часов поступило более 3000 вопросов. Вы дали нам строгий наказ, что мы вопросы от журналистов не рецензировали, не запрещали, чтобы они имели полную свободу. Что и всегда мы делали, но на этот раз более тщательно этим занимались. Так, я по сложившейся традиции хотел бы дать право первого вопроса дуаену журналистского корпуса, корреспонденту НТВ Фатиме Дадаевой. Но первый вопрос, наверное, все-таки о выборах. Если вдруг вас изберут главой Чечни, каким будет новый Кадыров? Возьмете вы что-нибудь от прежнего? А если все-таки избиратели сделают выбор не в вашу пользу, то чем будете заниматься? На самом деле Кадыров всегда оставался и старался оставаться, быть Кадыровым. Я постараюсь быть Кадыровым. Если изберут, если даже не изберут,
Поэтому я думаю, что выборы пройдут успешно. И я доверяю своему народу, и народ доверяет Кадырову. Поэтому, безусловно, если я не верил своему народу и не доверял бы, я не шел бы на выборы. Что изменит в Кадырове после выборов? Ничего не изменит. Я ничего нового с собой не возьму. Все, что я могу, я делаю и сделаю. Но я и всегда говорю, и повторюсь, я буду до конца верен своему народу и тому делу, которое начал наш первый президент. А в случае неизбрания чем будете заниматься? Я не стал на этот путь, будучи головой республики. Я пехотинец, и я член команды. Что скажет команда, то и буду делать. Спасибо. Рамзан Иванович, ну вот в связи с тем, что про выборы она вопрос такой задает, более 100 вопросов было, почему вы не проводите активную предвыборную кампанию? Мы за все эти годы показывали и проводили, так можно сказать, предвыборную работу, что мы можем изменить, знаешь, или говоря там, или там рассказывая, какие мы хорошие, или после выборов, что мы можем изменить там. Как бы мы красиво не говорили, не показывали, все равно какие есть, такие мы и остаемся. Поэтому мы не нуждаемся в агитациях и в рекламах. Этим даже времени не было заниматься. Особо так скажу, даже не заинтересован. Меня в республике все знают, практически 99,9%. И я думаю, что на что я способен, они знают. Также, отвечая на вопросы журналистов о роли первого президента республики Ахмата Хаджи Кадырова в истории народа и лично в жизни главы региона, Рамзат Кадыров подчеркнул, что, принимая решения, всегда ориентируется на курс своего отца. Когда вы делаете какое-то политическое заявление, принимаете волевое решение, вы задаете себе вопрос, как бы к этому отнесся ваш отец? Вот лично мое мнение такое, что во многих вопросах он был бы менее строгим. На самом деле, не только в политическом, во всем общем, что касается моей жизни, даже при жизни Ахмата Хаджи, я даже одевался так, как ему хотелось бы, там, знаешь, и жил, одевался, и делал все, как он хочет, и делаю даже, и буду делать. И работаю даже. И я считаю, что даже не сделал бы столько всего, что сделали бы мы сегодня, если мы не были бы его в команде. Мы обычно были бы госслужащими. И зная, что чей я сын, зная все идеи Ахмата Хаджи, намерения и его видение, да, чего он хотел и к чему он стремился, исходя из этой ситуации, мы разрабатываем всю стратегию. Заложенный фундамент Ахмата Хаджи Кадырова, я считаю, что мы строим правильно, да, знаешь, в республику и не нарушаем архитектуру. И Ахмат Хаджи Кадыров был бы доволен нами. И я считаю, что он доволен нами, потому что абсолютно мы не подвели его и не нарушили его идеи. Я больше, чем все остальные, знал все, что он хотел. Я всегда больше находился рядом с ним. Поэтому, да, может быть, где-то что-то не так, но я больше чем уверен, если это я сделал бы нарушение, если он был бы недоволен, он пришел бы во сне и сказал бы даже мне это. Я даже боюсь каждый раз, когда я что-то делаю, там, чтобы он не пришел во сне, не поругал меня, знаешь, за это. Поэтому я
Ахмаду Хаджу отношусь больше, чем отцу, поэтому мы все делали и будем делать для того, чтобы он гордился нами. Поэтому абсолютно все члены команды Ахмада Хаджи Кадырова гордятся, что они были знакомы, что они трудятся в его команде, что они являются его единомышленниками. Поэтому мы не нарушаем правила. Заложенные правила жизни Ахмада Хаджи Кадырова, это мы осознанно принимали, не по родственным связям или не определенным критериям, а осознанно, в первую очередь, зная, что это правильно по отношению к исламу, по обычаям нашим и по закону, по всем остальным параметрам. Поэтому мы уверенно идем и не смотрим назад. Мы не говорим даже налево-направо, только вперед. И поэтому удача всегда способствует, и удача всегда с нами. И поэтому у нас есть перспектива, и мы не сомневаемся ни в чем. И даже сегодня мы идем на выборы, и когда мы готовились и выставляли свои кандидатуры, мы знаем, абсолютно нет ни одного человека, чтобы лучше, чем кто-либо из тех людей, которые сегодня служат в команде Ахмада Хаджи Кадырова, который будет болеть, служить и готов жизнь отдать во благо нашего народа. Нет таких людей. Они, если есть, он именно в команде Ахмада Хаджи Кадырова. Других лучших людей нету, альтернативы нету. Поэтому мы спокойны, мы свободны, мы не боремся, не боимся за свои места. Мы с народом, мы рады Аллаха, служим своему народу. Поэтому Ахмад Хаджи нами доволен. Аллаху Акбар. Кандидат в депутаты Государственной Думы, советник главы Чечни Адам Делимханов провел встречу с избирателями. В рамках предвыборной кампании он посетил города Гудермес и Аргун. Сразу после совершения обязательного пятничного намаза в мечети имени Ташу-Хаджи политик обратился к верующим с призывом отдать свой голос за достойного кандидата. Он отметил, что выборы – волеизъявление каждого, кому не безразлична судьба своего народа, который обрел право выбора ценой многочисленных жертв. С приходом к власти Ахмада Хаджи Кадырова в республике началась новая история, насыщенная позитивными преобразованиями. Дело, начатое отцом, успешно продолжает его сын, герой России Рамзан Кадыров.
Второй точкой встречи с избирателями в Гудеремесе стал Дворец культуры. Общаясь с населением, он отметил, что каждый должен помнить о том, что только проявив гражданскую ответственность, мы сможем рассчитывать на достойное будущее. Отмечу, что здесь насчитывается 17 избирательных участков, а всего в районе их 47. Каждый из них уже готов принимать избирателей. 47 участков практически еще каждый район. Территориальные избирательные комиссии удалились лучше. Мосово снячу каче массаги извещения повестка прикрепленная меча хабах беза мосово и бог отработан. Так юж транспорта в Минтранспорте эльцу сонора районное образование еще школьный автобус еще приоритет и еще каждый еще прикрепленный лучше Следующая встреча состоялась также во Дворце культуры, но уже в Аргуне. Выступая перед собравшимися, советник главы Чечни отметил исторические этапы восстановления и развития республики. Все началось с правильно сделанного выбора как в период референдума, так и на этапах формирования всех ветвей власти. Amadaji teahetan da lazat opol lülçeni için saklan şöyle asti onu ya ardı yusuf koy odu şudu derik ve amdu tahan şey derik iza şaberik del ihiyetan bu ve mahka del ihiyetan Amadaj o nokçu om lazımın o nokçu omun dağırın o nokçu am halıştır ya irsi taş var ya halak verçan düğünden وين كلش دول حل وين تادل دول حل وين كلش دول بيركت أشون ديت سئيش شون شين حقوش تشادل إسودو إذا دحر قرنا دوين وصل دين ستيكتو شلخ قيامة سنة ستيكتو قرآن عاموريا قرآن سيدريا لارن بريا إدو يو نخشليا نخشي غلق عادل وي بيش ترديدش أبويش شعوب واسمه تاج وصو تحول على الدو لا يشادر الدين ودين صودوش تالوش مهش تالوش ريمونش تالوش غالنش تالوش مجدش ديش حجرش يش اشتحدوش تقوى ديل أنهي دمسان. О важности предстоящих выборов говорил и помощник главы республики Магомед Даудов. Он встретился с избирателями Сунжинского района. Он напомнил присутствующим о роли каждого голоса в формировании демократического и мирного государства. Помощник главы Чечни рассказал недавнюю историю региона, когда жители только мечтали о мире и спокойствии. خل تعمد نوعي باتشا نوعي بوتوش دكتور قامنش دكتور ريسبوبليكا عاش تخبرت صعب ودي أنت أحمد عجنية بيعدو خيل حق ذاك تخويك دي أنت باتش دي أنا رمزان أفما تبي شو دي أنا خيت أول دي أنا ودنيا أنا يويدوك والدعوك قوتر يو استعتاش وصل دي أنا استعاش أسألك قبل دو الله خيت سون. Республика готова к проведению первых в истории страны многоуровневых выборов. Известно, что в нашей республике уже отпечатано более 3 миллионов бюллетеней. В этот день все избирательные участки обеспечат транспортом на случай, если придется выезжать на дом. О порядке проведения единого дня голосования жители региона ежедневно информировали официальные лица. Как прошли очередные встречи с избирателями, расскажет наш корреспондент. В селении Алхазурова встречу, посвященную предстоящим выборам, решили провести на главной площади. С жителями встретились глава администрации района и богословы. Участие в выборах позволит каждому избирателю сделать вклад в свое будущее, отметили участники встречи. 18 числа выборочно, кечмиш бина, кечмиш бешду, тана, дар мола хор юрта, адмик дис польша, тана. Около 400-500 киролша, как дистрала судина, выборш эрдойду, уша, тана, уш хилар билгу ойон эрча, тан озаму венгейтан, талдер амадаж бан гоятана, хоб махкана нохч омна хилдол, парату венгушю,
так и выбор, что барпароту удержать, выдал Муатудина район Араерию. А в Грозном мэр столицы совместно с руководителем Пенсионного фонда Чеченской Республики, а также другими официальными лицами говорили о подготовке к предстоящему событию. Здесь отметили, что от явки избирателей и от выбора каждого будет зависеть будущее региона. В городе Грозном находится 79 избирательных участков, и все они практически готовы. Оперативный штаб, в который входит Министерство труда, мэрия, Министерство культуры, Министерство природного ресурса, Пенсионный фонд и Комитет по архитектуре, в принципе, все необходимые подготовительные работы завершили и готовы к проведению выборов в полном масштабе. На всех участках есть пандусы для инвалидов в колясках. Для остальных инвалидов нетранспортабельных есть выездные мобильные группы на каждом участке. С избирателями Старопромысловского района встретился министр труда Мохмад Ахмадов. Он напомнил, что в свое время чеченский народ уже сделал мудрый шаг, проведя референдум. Предстоящие выборы – это еще один шанс оставить свой след в истории республики. Правоохранители и чиновники встретились и с жителями Заводского района. Здесь также вспомнили о референдуме 2003 года. О предстоящих выборах говорили на встрече министра культуры с жителями Ленинского района Грозного. Официальные лица призвали присутствующих проявить гражданскую активность в день выборов. Безопасность на избирательных участках обеспечат сотрудники МВД. Об обеспечении порядка в этот день говорили на совещании с участием Руслана Алханова и представителей избиркома. Министр внутренних дел отметил, что сам будет проверять несение службы полицейскими на местах. Кроме того, он напомнил, что 18 сентября в республике будут отмечать и День чеченской женщины. Мы с вами не раз проводили и в 2003 году, и до этого выборы президента Чеченской Республики, парламент Чеченской Республики. Самое тяжелое для республики время. Сегодня у нас огромный опыт проведения массовых мероприятий, проведения выборов. Я уверен, что с поставленной задачей личный состав справится. Вы не подведете ни руководство республики, ни свое ведомство, ни чеченский народ. О важном для всех жителей республики дне говорили в Доме профсоюзов. На встрече обсуждали вопросы значимости предстоящего мероприятия. Говорили и о положительных переменах в республике. В своем выступлении Резван Дадаев отметил, что все это стало возможным благодаря сплоченности народа, который выбрал путь первого президента республики. Встреча ответственных за проведение выборов состоялась с населением села Герменчук Шелинского района. В день выборов в муниципалитете будут работать 27 избирательных участков, а общее число избирателей здесь свыше 47 тысяч. Мероприятия, приуроченные к единому дню голосования, прошли и в Грозненском районе. Глава администрации Бекхан Хасиев и руководители различных ведомств встретились с гражданами сел Побединская и Толстой юрты. Главной целью мероприятия стало информирование населения о предстоящих выборах. В день голосования в этом районе свои двери откроют 39 избирательных участков. Для массового информирования жителей Грозного активисты молодежного движения «Ахмат» провели информационный автопробег. При помощи громкоговорителя они призывали прохожих и автомобилистов принять участие в голосовании. В акции приняли участие представители велоклуба «Горец». На более чем 10 автомобилях с флагами и чеченской символикой ребята колонной проехали по самым оживленным улицам и проспектам Грозного. На более чем 10 автомобилях с флагами и чеченской символикой ребята колонной проехали по самым оживленным улицам и проспектам Грозного. Работники мэрии заявили о своем решении участвовать в едином дне голосования, организовав оригинальный флешмоб. А работники Чеченэнерго уже определились с выбором. За кого будут голосовать они, теперь гадать не приходится. Лариса Джабраилова, Изнаур Заурбеков, Магомед Ламаркаев и Алаш Издамиров. Новости.
План мероприятий ко Дню чеченской женщины обсудили на заседании оргкомитета под председательством Хадижи Дулаевой. Помощник главы напомнила присутствующим, что предстоящие выборы вовсе не повод забывать о празднике. В заседании приняли участие министры, руководители различных ведомств и журналисты. Уже известно, что 18 сентября во всех районах республики пройдут народные гуляния. В доме торжеств Сафия состоится синхира. Тем временем в некоторых районах уже начали праздновать женский день. Так, во Дворце культуры имени Диль-Султанова состоялся праздничный концерт. В числе приглашенных были женщины, награжденные высшей наградой республики орденом Кадырова, медалью ННС, а также матери кавалеров ордена Кадырова. Поздравить женщины прибыли столичные мэры и префекты районов. Обращаясь к собравшимся, Муслим Хучиев отметил, что чеченские женщины в самые тяжелые годы с достоинством вынесли все тяготы и лишения. День чеченской женщины زودي سيلياش ودائما من غلطي وقتنشا زودي برجع دقيقة قوم سيلر دياش قوم ويتشور دياش قوم عادشور دياش وتحيكياش دائما إذا شرشكا باششكا زودي شتاعي إذ بالقدر شو سيلياش هو الشراح ديت اشتبهت وده بالقدر Позже состоялся праздничный концерт. Все женщины получили цветы и подарки. С предстоящим праздником прекрасную половину поздравили и в Урус-Мартановском районе. 74 женщинам, чьи сыновья и мужья погибли при исполнении служебного долга, были вручены памятные подарки и цветы от регионального фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В своем поздравлении глава муниципалитета Валид Абдуришидов отметил роль женщины в современном чеченском обществе. 8 лет на страже чистоты Грозного. Хеда Юсупова посвятила себя работе в Сурсате. Каждый день женщина выходит на улицы, чтобы привести в надлежащий вид столицу региона. Вместе с тем она успевает поддерживать уют в доме и семейный очаг. В гостях у Хеды Юсуповой побывала Розана Цамаева. Многодетная мама Хеда Юсупова в воспитании детей руководствуется правилом «только самое полезное». Поэтому и на кухне у них исключительно натуральные продукты. К приходу младших детей со школы женщина успевает сделать все дела по дому и приготовить обед. А маленьких учеников любимая мама привыкла встречать сама. У Хеды 6 детей, и она уже дважды бабушка. 2 старшие дочери замужем. Хеда не жалеет ни сил, ни времени на главных людей в своей жизни. Тем временем по графику проверка дневника. Твоя мама строгая? Нет. Она помогает нам много, помогает с учебой, учит, как быть с людьми. Она нас не ругает, но бывает так, как она сердится немножко. Но это проходит. Грозный. На часах 9:35 вечера. Как и десятки своих коллег, Хеда на страже чистоты и порядка в столице. Она уже 8 лет работает в Сурсаде. Вам в это время свои рабочие часы без веника и лопаты вот тут вот прогуливаться непривычно? Как вам? Мне непривычно, потому что все привыкли постоянно работать. А когда в руках ничего нет, уже не по себе бывает, как будто что-то не хватает. Их трудовой день начинается в 9 вечера и заканчивается в 5 утра. Санитары в строю, как говорится, и в снег, и в зной, и в дождик проливной. Работа не только благородная, но и очень веселая, говорят здесь. На своем трудовом месте Хеда зарекомендовала себя как добросовестный и ответственный работник. Коллеги очень любят и ценят ее. А пока Хеда мечтает только об одном – вырастить детей порядочными людьми и дать каждому хорошее образование. Розана Цамаева, Рустам Ибрагимов, Хаважа Мунаева и Луиза Юнусова. Новости.
В Чеченском государственном университете чествовали юбиляра, доктора исторических наук, доцента, члена Российской академии естественных наук Мусу Багаева. Студенты и сотрудники факультета поздравили ученого с 75-летием и вручили памятные подарки. Муса Багаев является первым чеченским археологом, и большую часть жизни он посвятил любимому делу. За его плечами более 100 опубликованных научных работ. В ближайшее время на базе Чеченского государственного университета будет проведена научная конференция, приуроченная к юбилею ученого. В эти дни в республике проходит Кубок СКФО по шахматам. В нем участвуют 20 спортсменов, прошедших 3 отборочных этапа. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. У участников есть 15 минут на каждый ход. Имена победителей будут известны уже 17 сентября. Каждый шахматист получит ценные награды. Призовой фонд Кубка составит 300 тысяч рублей. Турнир СКФО по шахматам ежегодный. В этом году его приурочили ко дню рождения главы республики Рамзана Кадырова. Здесь играют сильнейшие шахматисты Северного Кавказа, которые отобрались в результате 3 этапов Кубка СКФО, которые у нас прошли. Первый этап был в Буденновске, второй в городе Теберда и третий в Дагестане, в городе Избербаш. У нас тоже есть шансы на призы. Дело в том, что наши шахматисты попадали в тройку раньше. А на этом у меня все. Спасибо, что были с нами.